Всем привет! В нашей новой серии фильмов мы покажем вам удивительную, невероятную и захватывающую дух республику, где проходит главный Кавказский хребет, где находится единственная столица на берегу Черного моря, место, где кажется, что ты находишься в раю, и место, которое, кажется, навсегда завоевало наши сердца. Ведь мы в Абхазии. Сегодня 11 сентября 2024 года. Теплое солнечное утро. Заключительный рабочий день перед долгожданным отпуском. Если бы вы знали, сколько я его ждал. Ведь сегодня мы всей семьей... Мы отправляемся в Абхазию в 11-й раз. Поехали! Волнительным моментом для меня всегда является дорога до аэропорта. Кстати, большое спасибо нашему другу Тимуру за то, что с комфортом довез нас до аэропорта. Однако в этот раз мне было как-то спокойнее. Возможно, потому что в этот раз с нами едут на море две моих племянницы и моя сестра Аня, которые, кстати, в течение всего отдыха нам во многом будут помогать, за что им отдельное спасибо. Ну давайте вернемся все же в аэропорт, где довольно быстро объявили посадку на наш рейс. Вы воду протащили, что ли? А что, нельзя было? Она проехала в контейнере и все. Нарушители? Нельзя так? Наконец-то все бюрократические моменты закончились, и можно сказать пару слов о том, что мы наконец-то в аэропорту Уфа, и вся суета с коляской, с багажом, кстати, не только у нас, она закончилась, все хорошо. Прямо за моей спиной аэропорт Уфа, мы в зале ожидания, и вылет у нас примерно через... Бляха-муха, 50 минут осталось. Поздний перелет нам дался довольно легко. 3 часа пролетели практически незаметно. Времени хватило и полюбоваться луной, и погулять по фюзеляжу Airbus'а, и поразвлекать дочку.
И вот, наконец, разворот над морем, заход на посадку в городе Сочи и, конечно, аплодисменты. Только до сих пор не пойму, зачем. Получение багажа и распаковка коляски прошли быстро. Кстати, тем, кто планирует путешествие на самолете, будет интересно, что провоз детской коляски бесплатно, если ребенок не старше 2 лет. И сдается она в пункт, где принимают негабарит, либо у трапа самолета. Однако, настоятельно рекомендуем хорошо упаковать коляску в стрейч-ленту, иначе вам ее однозначно испачкают при транспортировке. По приятной случайности нашим водителем оказался Мираб. Тот самый, с кем мы ездили в 2022 году. Если кто не знает, именно тогда наши фильмы об Абхазии попали на канал «Глазами туриста». А впереди нас ждали 5-минутное прохождение границы и 2 часа дороги до гостевого дома. Знаешь, что я делаю? Мандарин. Только что с дерева. Они поспели. Не знаю, как он брать. Итак, друзья, доброе утро. Я Матвей Дренкин, и вы на моем YouTube-канале. Мы снова в Абхазии. Как уже говорилось выше, мы в Абхазии в 11-й раз. Сегодня у нас 12 сентября, и мы отправляемся на море. Что касается перелетов, все прошло хорошо. 3 часа перелета мы перенесли довольно спокойно. Я очень сильно переживал, если честно, я практически не спал накануне дня вылета. И еще это был рабочий день. Короче, в сутках часов у меня было очень много. И, если честно, было довольно-таки тяжело. Вот, а теперь мы отправляемся на море. Как все дальше будет развиваться, смотрите дальше в ролике. Пойдемте отдыхать. Бархатный сезон, Абхазия. Друзья, мы здесь, мы на Черном море, в Абхазии, на нашем любимом пляже на Маяке. Потрясающая погода, плюс 29 градусов. Я, ребят, стою прямо сейчас. Ну, я, правда, не смогу это показать, потому что у меня камера на стабилизаторе. Я стою на песке, температура песка. Блин, я не знаю, какая температура песка. И вот ребятки заходят в море, они давно не были на море, где-то, по-моему, с 17-го года, если не ошибаюсь. Вот. А я сейчас тоже пойду купаться. И вы с нами, кстати, тоже. Пойдемте. Матвей открывает торжественно сухумское, холодненькое. О, хороший кадр, когда ты если пьешь. Ребят, ну, в общем, я в море. Я снимаю на DJI Osmo Pocket. Надеюсь, ничего не произойдет. Вода, температура. Кстати, сколько, Серега, температура? 25,8. Точно. Привет тебе, кстати, большой. Мы скоро увидимся. Ну что,
О, классно. Обалденно. Я вообще кайфую просто, ребят. Приезжайте на Черное море. Кайф. Тайка. Лошадка. Сейчас мы, наверное, поведаем, что же там было. Ну что, как тебя приняли информацию, которую ты сказал? Она сказала, ой, да? Ой, спасибо большое. И все. Да, я сказала, извините, пожалуйста, мы сказали неправильное время. А почему мы сказали неправильное время? А потому что у нас на телефонах почему-то грузинское время стоит, а не московское. Это опасный трюк. Похлопаем ему в ладоши, друзья. Что делать, вдоволь накупавшись в Черном море? Конечно же, хорошо вкусно позавтракать. Буквально в 5 минутах от гостевого дома находится типичная для этих мест столовая, где можно отведать местных блюд, таких как солянка, салат Абхазия, хачапур, форель и многое другое, приготовленное со всей душой. Почти каждый наш отпуск начинается с похода в столовую Алисы, где нас всегда узнают и радостно встречают. А проверить на себе остроту местной солянки первым мы доверили нашим младшим научным сотрудникам. Маша пробует солянку. Где папа? Лучше. Ну вот я вот столько взяла. Так. Мне уже жжет горло. Просто ты покраснеешь и вспотеешь. Вкусно. Кстати, нашим частым зрителям эти кадры покажутся знакомыми, так как заставка роликов 2022 года начинается с кадров солянки именно тут. В прошлом году мы для себя открыли интересную локацию недалеко от Сухумского маяка. Неторопливым шагом идти, до которой примерно 15 минут. Небольшая уютная площадка оборудована скамейками, засажена пальмами и другими растениями. И в дополнение ко всему, с этой площадки открывается захватывающий вид на закат. Мы в Абхазии, мы сейчас на маяке, вон там маяк, вот он, короче, да, вот за этой штукой прям вот аккуратно его видно. Да, и мы здесь купались сегодня и провели классный вечер, и у нас прямо сейчас, прям сейчас закат. А еще Матвей один среди девочек. Наш третий день начался с зарядки. Кто-то заряжался планкой, а кто-то пивом. А поскольку с чистотой и спокойствием моря по статистике везет только в начале отпуска, нужно было успеть наснимать под водой хотя бы немного материалов.
также устроить песочные ванны. Для себя отмечу, что процедура довольно приятная, и я бы с удовольствием ее сделал обязательной. Итак, добрый день. День второй, 13 сентября, пятница. Мы, друзья, идем гулять по городу Сухум. У нас стандартная всегда программа. Не сильно она отличается от предыдущих других лет. Но надо вспомнить те места, где мы любим погулять и насладиться архитектурой, красотой, спокойствием, тишиной. Погода у нас сегодня немножко вот такая вот на заднем плане у меня. Гремело, продолжает греметь. Дождевики мы не взяли, я не знаю, что будет. Ну, вот с этой стороны, правда, если в сторону моря смотреть, то погода у нас вот получше. Там более солнечно. В горах там прям такое, прям темное небо. Ну, в общем, посмотрим, что будет. Идемте гулять. Если двигаться по улице Адлиева в направлении центра города Сухум, то первая заслуживающая внимания достопримечательность на вашем пути – это Сухумский пивоваренный завод, который существует здесь с 1953 года. Для нас остановиться на пивзаводе стало уже неотъемлемой традицией. Вкус местного пива неповторимый, сочетание аромата хмеля, горьковатости и горной воды делают свое дело. И в добавление сама атмосфера этого места. Конечно же, мы нисколько не пропагандируем употребление пенных напитков. Долгожданный момент. Я очень сильно все нарушено. Как отдыхается, ребята? Заряд получен. Можем двигаться дальше. Одно из самых оживленных и привлекательных для туристов мест отдыха и развлечений города Сухум – это Приморская набережная, утопающая в зелени экзотических растений. Просто сладким пахнет и все. Сухумская набережная делится на две части – набережную Мухаджиров и набережную Диаскуров. Здесь также сосредоточено огромное число отелей, гостиниц, ресторанчиков, кафе всех мастей. Вдоль тянутся бесплатные песчаные пляжи. Для справки, набережная Мухаджиров получила свое имя в честь абхазов, которые были выселены правительством Российской империи в Османскую империю в XIX веке. В переводе с арабского это слово означает «переселенцы». А набережная Диаскуров называется так ввиду того, что здесь находилась древнегреческая колония, которая называлась Диаскуриада. Сегодня немногочисленные остатки этого древнего поселения погребены под дном Сухумской бухты. Но память о Диаскуриаде живет в топонимике города Сухум. В ее честь и названа городская набережная.
начинаю замечать, что уже практически традиционными стали внезапные встречи с людьми, которые нас узнают на улицах. И этот раз не стал исключением. Расскажите в двух словах. Я с Иркутска, зовут меня Алексей. Человек, вот не знаю, как вас. Матвей Недренкин. Меня зовут Алексей. Я вот слышал музыку, песню, вообще великолепно. И вот случайно встретил, я очень рад. Классная встреча, друзья. Суперская. Спасибо большое. Вам. Очень приятно было с вами встретиться. Да. Хорошего вам отдыха. Всего доброго. До свидания. Необычно и очень приятно. Мы встретили очень приятного человека. И, кстати, Сереге Ищенко тоже привет, мы скоро встретимся. Вы, наверное, спросите, почему мы ходим в одни и те же места. Ответ прост. Мы ходим туда, где гарантированно будет хорошее качество блюд и максимум комфорта. И ресторан Апра у нас занимает почетное первое место. Конечно, ресторан нельзя назвать недорогим. Наш обед, состоящий из креветок, пиццы, чесночных гренок и букета Абхазии, обошелся нам примерно в 3000 рублей. Однако атмосфера и виды этого уникального места однозначно перекрывают все затраты. Прогуливаясь по центру города, нам послышались ритмичные звуки барабанов. На секунды нам даже показалось, что мы попали в фильм «Джуманджи». Однако наши фантастические предположения довольно быстро развеялись. Впервые за столько лет нам удалось увидеть подготовку к Параду Победы, который ежегодно проходит 30 сентября. Далее наша прогулка была по проспекту Аи Аир, он же проспект Победы, в направлении Сухумского рынка.
Во время прогулки, как и в прошлом году, наше внимание привлекло явно неэксплуатируемое здание, рядом с которым располагается уютный и красивый парк. По грустно свисающим кинолентам, которые видно через открытые двери, мы предположили, что ранее это был кинотеатр. Однако на просторах интернета я нашел информацию, что ранее здесь располагался один из корпусов средней школы номер 9 имени Аванесса Тадевосовича Туманяна. Не знаю, насколько наши догадки верны. Если у вас есть что добавить к этой информации, напишите, пожалуйста, в комментариях к ролику. Кстати, расположенный рядом парк мы снимали на закате с коптера в прошлом году, и я просто не могу не поделиться этими кадрами и в этом году. Ну и, друзья, в заключение нашего сегодняшнего дня, когда мы прогуливались по проспекту Победы, мы зашли в нашу любимую кафешку Апшалас. Это Острая деревянная кафешка. Очень правильно. Острая деревянная кафешка. И, если честно, мне уже ничего не лезет, но есть надо, как мне сказали, поэтому у нас тут солянка, как всегда. Очень красивый пивасик сухумской. Компот из алычи. Картошка фри — это не местное блюдо. Еще солянка и салат. И еще придет к нам скоро хачапур и еще хинкали, да. Кстати, там по телеку показывают каких-то блогеров, но явно не нас. Так что приятного нам аппетита. Руки грязные. Давайте кушать. В заключении первой серии хочу поблагодарить вас за просмотр. Ставьте палец вверх и пишите комментарии. А также хочу поделиться ссылками на наши социальные сети, на которые можно подписаться, если вы этого еще не сделали. Продолжение следует. До скорых встреч!